Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто у вас на пороге? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты! Так, мои хорошие, кто у вас на пороге? Тут и кто, и что. Кто? Мужчина, а что? Любовь. Любовь настоящая. Настоящая, прекрасная, долгожданная любовь. Значит, девочки, у вас идет встреча. Даже не встреча, это как столкновение с человеком, о ком вы периодически вспоминаете, но с кем не надеетесь увидеться, встретиться. Опять же, вы все разные, разные обстоятельства в ваших жизнях. Да, не хочу тут занимать ваше время, накидывать варианты. Я думаю, каждый из вас свою ситуацию знает. Человек вам явно знаком. У кого-то с этим человеком были отношения, а у кого-то до отношений еще не дошло. Да? Ну, какая-то симпатия, там, друг на друга посматривали, но никто не делал первый шаг. И вот так вас судьба вроде как развела, и вроде как насовсем, а не тут-то было. Не тут-то было. Столкнут в самое неожиданное для вас время и в самом неожиданном для вас месте. Вы просто обалдеете. Смотрите, растерянность идет и у вас, и у мужчины. Будете говорить друг другу какие-то несвязанные, непонятные фразы. Все это будет похоже на театр абсурда. Вот ваша встреча, ваш разговор, который у вас там завяжется, затянется. Но под конец этого разговора, знаете, как вроде как и говорите, но ни о чем, да, мужчина сделает какой-то решающий шаг в вашу сторону, либо какое-то решающее предложение. Ну, так и скажет: нравишься, либо понял, что люблю, дай шанс, дай возможность, там, пошли на свидание. Как-то он прям в последний момент прям выпалит. А вы, может быть, и отказались бы, да, но вот как-то у вас этот момент, элемент неожиданности вот, спутает все карты. Вы будете говорить не то, что думаете. Вы будете соглашаться там, где никогда бы не согласились. Ну вот какая-то сумятица. Может быть, специально, да, судьба вас так решила скомпоновать, подставить, как говорится, чтобы вы не отказали этому человеку. О чем-то вы с ним договоритесь. Вот опять же, вы все разные. Да? Кто-то договорится о свидании, кто-то договорится о встрече, а кто-то вместе с этим человеком уйдет. Да, пойдете сразу там где-нибудь в укромном месте посидите, поговорите уже как-то в более расслабленной обстановке. Ключ от счастья, ключ от любви. Если вы возьмете этот ключ и откроете этот замок, эту, не знаю, дверь, стену, которая между вами, но у вас идет постоянство с этим человеком, постоянство и любовь. То есть два одиноких сердца, либо два сердца, предназначенные друг для друга, они соединятся и объединятся. Девчонки, сразу хочу предупредить. Я вижу, что у кого-то треугольник, у кого-то четырехугольник. Но замысел судьбы свести вас именно здесь и сейчас. И она вас ведет. Что вы выберете, как вы выберете, это уже останется за вами и на вашей совести. Судьба дает шанс. Судьба тут такую перетасовочку, ротацию провела, чтобы вас столкнуть. Не для того, чтобы вы там, не воспользовались этим шансом, чтобы вы как бы все профукали. Здесь такая рекомендация. Вы, главное, соглашайтесь, а потом время покажет. Время покажет, к чему оно придет, к чему оно выйдет. Понятно, что если вы дама не свободная, у вас там симпатия к какому-то мужчине была, и тут он на тебе, он наскоком, да на вас, да пошли, да давай встретимся, вы можете растеряться, вы можете согласиться, а потом скажете: о, ну как же я пойду, да, вдруг кто-то узнает, там, мужу расскажет, там, дети узнают, там, родственники, стыдно будет, опозорюсь.
Не думайте об этом. Подумайте об обстоятельствах вашей встречи. Вот как судьба вас столкнула, как она свела. И поверьте, предложение, которое сделает мужчина, ему очень непросто дастся. Знаете, как через себя тоже переступит. Там, через свою мужскую гордость. Либо через вот этот мужской, как он называется, когда мужчины типа там друг друга поддерживают. Вы же вроде как не свободная дама, да? Он переступит через себя, через эту гордость. Забыла, как это. Напишите в комментариях, да, когда там мужчины друг другу помогают, друг друга поддерживают. Через это он переступит. И он сделает это предложение. Опять же, если он не свободен, да, он тоже в очень невыгодной позиции. То есть у него там семья, может, у него карьера, может быть, он там ответственный сотрудник. И если кто-то узнает, что у него есть любовь на стороне, то могут быть очень серьезные последствия. Все равно он это сделает. Он пойдет к вам навстречу. Он. А вы уж там сами смотрите и думайте. Но совет тут такой, да, не отказываться. Согласиться, а потом как Бог даст, да, как карта ляжет. У вас вообще маленький клеверочек лежит. Но это счастье, это удача, это возможность быть счастливой. Опять же, буква Пи — это постоянство. Постоянство в любви, постоянство в счастье. Счастье, которое дается на двоих. На двоих, не на одного. А на двоих идет это счастье. Так, еще что я могу добавить. У мужчины очень непростой период в жизни, хотя вам не легче. Но мужчина прям очень нуждается в вас, он нуждается в любви. И, возможно, он вам не скажет, но скажу вам я. Вы настолько сильно произвели на него впечатление, вы такой неизгладимый, незабываемый след оставили в его сердце, в его душе. Вот все то время, что вы не виделись, все то время, что вы были друг другу недоступны, он очень страдал по вам. Страдал, маялся, вы ему снились, он, знаете, как жил вами, как бред. Да? Вы как, когда говорят, горячка, да? Человек бредит в горячке, вы для него такая. Либо такое впечатление на него произвели, такой эффект, вернее, да, не впечатление, эффект такой на него оказали. Он вам, конечно, этого не скажет, но говорю я, чтобы вы знали, чтобы вы не думали, что он там играет вами, что там, у него все не по-серьезному, что вы там очередная из. Нет, этого нет. Этого абсолютно нет. Вот да, возможно, этот мужчина в свое время упустил шанс, который был дан. Не подошел, не поговорил, не сделал предложение вовремя вам, не удержал вас рядом с собой, если у вас были отношения. То есть он за это себя просто ненавидел, наказывал, обижал, не знаю, там, причинял себе боль. За то, что так поступил, за то, что упустил вас, упустил возможность быть с вами вместе. Теперь он вас не выпустит из своих цепких рук. Но опять же, да, судьба вас сводит. Знаете, у меня идет такое стойкое ощущение, что вы у судьбы просили человека для любви, для счастья. Девочки, не обижайтесь на меня, но вот кто-то просил любовника, а кто-то просил мужа. Да, возможно, опять же, вы не свободны в браке, либо в отношениях вы несчастливы, и вы вот думали, хоть чуть-чуть, да, хоть капелюшечку счастья, вот личного счастья. Вот судьба вас услышала, высшие вас услышали, они дали этого мужчину. А этот мужчина хотел себе любящую женщину, настоящую, добрую, открытую, без задних мыслей, не лукавую, не корыстную, не хитрую. Вот, пожалуйста. На его просьбу ответили и на вашу просьбу ответили. Поэтому вас вот так столкнут, вас так сведут. Это даже не на пороге. Это не на пороге. Это по судьбе в самое ближайшее время. Вот так можно сказать. Что из этого выйдет, опять же, да, покажет время. Так, еще кто на вашем пороге? Какие-то родственники на вашем пороге. Родственники, знакомые, приятели. Не знаю, то ли они без предупреждения, то ли предупредят в самый последний момент. Немножко, знаете, как кипиш будет. Вы не готовились, вы не готовы, вы не знаете, что приготовить, да, немножко будете бегать. Не бегайте, не переживайте, они ведь сами виноваты. Если бы они по-хорошему, по-нормальному предупредили бы вас заранее, вы бы, конечно, подготовились. Вы очень хорошая хозяйка, и все об этом знают. Ваша слава хорошей хозяйки идет впереди вас. Так, еще на пороге какое-то предложение
Предложение, скорее всего, связано с работой, с вашей деятельностью, с вашей активностью. Поработать, заработать, в чем-то поучаствовать, то, что приносит прибыль, доход. Вам будет такое предложение. Предложение поступит от женщины. Женщина либо вашего возраста, либо чуть постарше, чем вы. Что-то она про вас узнает, либо уже узнала. И вот у нее какой-то план родится. Может быть, она какую-то схему придумает, скажет, ну, вот ты умеешь, да, ты умеешь что-то делать, а я организатор классный, а давай-ка вместе такой устроим такую маленькую банду. Вот. Ну, думайте, конечно, думайте. Понятно, что дать одну рекомендацию на всех я не могу. В принципе, если дело выгодное, почему бы не попробовать? Да, особенно если, там, например, вкладываться не надо в это дело. Женщина такая, знаете, проворная, про таких говорят. Она и вашим, и нашим. Но вам такой человек нужен, потому что вы слишком, ну, простите за слово, флегматичная, наверное, да, либо слишком скромная. А вам нужна вот такая горячая штучка, которая может в любую, извините, дырку пролезть. Вот если с ней так скооперироваться правильно там расставить все точки над «и», оформить, может быть, документы, какие-то договоры подписать, да, хотя бы там расписки, то можно достаточно хорошо заработать, зарабатывать, и дела с ней будут успешны. Если она поймет, что она может вас обмануть, она вас обманет. Вот сразу вас предупреждаю. Ну, такой она человек. Это у нее так, знаете, в крови природой заложено. Вот. Она любит деньги, у нее нюх на деньги. Вот, опять же, у нее много связей. В принципе, тут такая двоякая ситуация. Ну, вам совет держать ушки на макушке, да желательно по ветру. Вот, если хотите, работайте, но контролируйте эту женщину, не бойтесь задавать вопросы. Так, еще на пороге какой-то бывший мужчина, мужчина, который скорее пьющий, либо сидевший. Не знаю, что-то он прям такой судьбой побитый идет, помятый, побитый, как будто бы судьба его там сживала, так и не переживала и выплюнула, срыгнула даже. Вот такое жуткое зрелище, он придет, может быть, там встречу будет просить, либо к вам лично уже там завалится, заявится. Ну, приятного мало, с левой стороны выходит, но он вам что-то будет давать, он будет давать вам какие-то украшения, какие-то, может быть, там его, там, не знаю, наследство, ценности, либо давать даже какие-то деньги, что-то будет давать. Там, так и скажет, что вот там прости, был там неправ, виноват, там, должен тебе, там, либо если дети у вас общие. Вот скажет, денег нет, возьми там материальными ценностями. Неприятные минуты вы с ним проведете, говорю честно. С одной стороны, ну, не хотите вы с ним не встречаться, не общаться, а с другой стороны, он действительно будет как-то, ну, совсем плохо выглядеть. Совсем. Но что-то вам даст, что-то принесет. Так, а еще на пороге очень классный человечек. Человечек открытый, улыбчивый, дружелюбный. Человечек, который что-то умеет делать лучше, чем другие. Либо человечек, который, ну, не знаю, какие-то услуги оказывает. Вот у вас идет знакомство с этим человечком. Я не могу сказать, мужчина это, женщина. Но то, что это будет очень приятно, то, что это вам прям зайдет, это знакомство, пользу вам принесет, это 100%. Так. У кого-то, кстати, на пороге животное. Животное, скорее всего, как найденыш идет. Да, вот прибьется, дети могут принести, там, на лестничной площадке начнет жалобно звать маму, а вы не сможете отказаться. Вы откроете дверь, а там сидит маленькое животное. Вот. Ну, вижу, что будете брать, вижу, что будете пытаться либо пристроить, либо себе оставите. Знаете, как само вас найдет, само вас позовет, а вы уже как примете решение. Знаете, как вижу, что сердце у вас дрогнет. Если вы сейчас напишите в комментариях, что у меня там 10 кошек, 15 собак, куда мне новое животное, значит, будете пристраивать добрые руки. Но мимо вы точно не пройдете этого животного. Мне даже кажется, что это как испытание вас на человечность, на доброту. Но вы его пройдете, 100% пройдете очень-очень успешно. Так, еще на пороге у вас важный разговор с человеком, с
кем вы в каких-то зависимых, созависимых взаимоотношениях. Вы не ждете этого разговора, вы не думаете об этом и даже не надеетесь. Для вас уже как точка вопрос решенный. А этот человек вот попытается назад отмотать и вот, от точки невозврата, да, другую линию выстроить. Ну что сказать? Важны вы этому человеку, нужны вы этому человеку. Человек понимает, что он теряет вас, да, и если он что-то не сделает, то вы уже там уйдете навсегда. Здесь как новые соглашения, новые договоренности будут между этим человеком и вами. И, следовательно, будут новые взаимоотношения, выгодные как и этому человеку, так и вам. Это может быть ваш муж, это может быть ваш, там, не знаю, начальник, это может быть какой-нибудь родственник. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.